Я вчера здесь снимал для вас, показывал. Ну и там капканы вот. Но сегодня тоже остановился. А вот смотрите, какой волок. Видите? Не просто волок, а зачесы вон, пожалуйста. Какой-то вот еще зарубок вон. Вот зарубок, вот зарубок. И вот как-то наискосок как-то еще зарубок. Как будто 4 что-то вот там. Непонятно что. И это после военных времен конный волок. Здесь проезжали на санях, наверное, может даже ледник какой-то тоже был. Вот. Как бы сосна уже высохла, но зачесы еще до сих пор есть. И вот тут проходит он, где-то уже заросло, вообще теряется. А вот здесь, ну я тоже поддерживаю, как бы вот, если, скажем, бураницу вырубаю вот эти кустарники. Но все равно отчетливо видно, вот, по сосновому лесу вот такой волок идет, так проходит. Вот так волок проходит, вон так идет. Прям отчетливо хорошо видны. И вот эта история, вот это все история. Это после военных времен здесь рубили лес, таскали лес, вывозили на повозки на конях, с конями. Знаете, вот что там, блин, происходило? Жизнь такая. Сейчас-то цивилизация, сейчас все изменилось, сейчас все мы на технике ездим. А там какими пилами там, считай, вырубали лес. Как вывозили все это, как трудились люди. Вот такие дела. Почему бы и не включиться и не рассказать вам? Почему бы не показать вот этот волок? Все же интересно. Тулан потерял, идет за мной уже. Бездельник. А я иду не спеша. Сейчас вроде как успокоилась погода. Вот дождь перестал. Все капает, как осенью. То же самое происходит. Осенью после дождей, вот длинных дождей, несколько суток бывает дожди идут. И целый день вот тишина, ветра нету и капает. Слышно? Слышите? Слышите спокойствие? Звук природы. Немножко чуть-чуть проясняется. Сейчас сниму лыжи и схожу на озеро. Сразу тоже возьму вот эти жерлицы, 3 штуки, которые остались. Попью чай и буду уже убирать снег. Закрыл вот буран. Смотрите, сколько воды тут. Ну да. Снег сырущий, блин. Здесь такой холодильник сделал. Закрыл досками, там яму выкопал. Вчерашнюю рыбу туда спрятал. 4 рыбы. Ну вот. Сегодня еще снег поубираю. Самое страшное в этом месте вот этот пролет. А верхний пролет это выдержит. Но все равно буду убирать. Не, сработки нету. Я что-то не увидел. Все забираю. Видать, здесь рыба вся подохла. Потому что если были щуки-то сработала. Вон один, второй, ну и третий. Все, это последнее забираю. И в этом походе рыбалку закончили. На речку я сегодня точно не пойду. Надоело это хариус мне. Забираю и буду греться в избе. Надо высохнуть. Ох, как хорошо сейчас дождь перестал. Вообще здорово. Вообще здорово. Вот так вот.
покажу, как он рыбу ест. С каким удовольствием. Просто не представляете, как он обожает рыбу. Получает просто удовольствие. Рыбный. А? Жерлица у меня с капроновой ниткой. И леска сейчас есть. 0,45-0,5 там ставил. Шли. Там еще один кельчи для тебя. Тула. Кельчи лок. Куланан. Лок. Лок счета. Сейчас еще тебе. Мык. Энле. Энле. Ну, Тулан. До сюда башт. И все. Вон. Гуляй, Вася. Все, больше нету. Все съел. Поэтому я ему путасу покупаю. Рыбная собака. Обожает рыбу. Все. Все. Все хорошо. Прекрасная маркиза. Хорошо, все хорошо. Пошли туда. Пошли на избу. Сейчас я его тоже накормлю. Покушает там каша. Вчерашний суп еще туда добавил. Полностью я не доел. Так, вон туда. Сейчас все хозяйство тебе оставлю. Что съешь, съешь. Что оставишь, оставишь. Понял? Опа. И котелок тоже оставлю. Пусть ест, как хочет, что хочет. Так. Чай. Больше сегодня тебе варить не стану. Тебе вполне достаточно. Чай. Ладно. Время 9 часов. Решил приготовить завтрак. Завтрак у меня каша рисовая с курицей. Ни разу не пробовал. Это Желенецкий. Это птицефабрика Желенецкая. Ну, я всегда Желенец называю. Вот. Я брал у них рисовую кашу. В прошлом фильме я вам рассказывал. И перловую. Перловая мне не понравилась. Сейчас будем пробовать рисовую. Открывашка есть, но она китайская, блин, не открывает. Приходится вот так, ножом. 100 раз быстрее. Вот и все. Вот, вот такой на вид. Надеюсь, видно. Но вкус обалденный. Вкус, конечно. Думаю, понравится. Опа. А может нет, не знаю. Посмотрим. В общем, растительным маслом, как всегда. Пишут в комментариях, что и личное сообщение от подписчика пришло, что растительное масло, ну, тоже вреден. Там ничего хорошего в этом масле нету, но не знаю, ребят. Жизнь такая, что приходится есть, что есть. Что сейчас хорошее, что плохое. Прям вижу очень много мяса. Буду есть, уже на вкус попробуем там.
отзыв оставлю. Положительный или... Дальше брать мне это или нет. Но факт, что я вижу рис, вижу много мяса. Мясо темного цвета. Почему-то писали, что пишут, что куриное, но цвет мяса интересный какой-то. Цвет мяса. Или приготовили так. Вот и все. Не могу удержаться, надо попробовать кусок хотя бы. Шматок такой. Вкусный. Послевкусие пока непонятно, но от перловки, у перловки мне не понравилось. Сейчас попробуем этот. Если понравится, в следующий раз поеду, еще возьму. Потому что в походах вот так быстро приготовить. Погрел и все. Ну вот, сейчас погрею на печи. Вот, журчит кашка наша. Между прочим, первое, что я заметил, это он лучше крошится. Перловую кашу, когда я грел, такие шматки комки, и давишь ложкой, и она не крошится, она очень жесткая, плотная. Вот. А этот нормально. Ну и сейчас кушаем, попробуем. Угу. Не такой горячий, самое то. Не, эта каша отличается намного лучше, чем перловка. Я перловую 3 банки взял, а это 2 банки, наверное, там. Вот там, пожалуйста. С луком. Прикуску. Ну и хлеб. Тоже майонез, наверное, немножко. В общем, вот такой завтрак. Может, и обед будет. Если что, проголодаюсь, у меня еще тушенка есть. Просто можно тушенку съесть. Стопроцентно вкуснее рисовая каша. Рекомендую. Теперь смело рекомендую. Перловка не очень. Но это дело у каждого, вкусы разные. Но там есть послевкусие какое-то нехорошее. Что-то не то сделали. И он очень плотный, очень твердый. Вот это надо им чуть-чуть над этим поработать. Это как я потребитель или что там говорю, как я постоянный покупатель. Зеленец — это наши родное в Коми Республике продукты. Свинина, там, курица. Всю Коми Республику кормит наш зеленец. Так что все равно, чем вкуснее, тем лучше. Так что перловку надо чуть-чуть переделать. Доработать. А рис нормальный. Угу. Там еще гречневая каша. Но гречку я не особо люблю. Если что, буду брать рис. Пойдет. Сейчас все съем. И уже в конце точно скажу. Насчет послевкусия. Хорошая каша. Можно все это, конечно, самому закрутить. В мультиварке это готовится 40 минут и готово.
буквально там общее жарко и там, ну, час времени на все уходит. 20 минут обжариваешь мясо с луком. И рис еще туда добавляете. Режим плов 40 минут. Все. Закрутили в банке. И очень вкусно. Но эта каша реально тоже хорошая. Вот сейчас, да. Нет, послевкусия такого нету. Хороший. Да. Ну вот, ребят, разобрались. Сейчас ничего с крышей не случится. Как-то не понимаю, как-то крыша. Эта сторона выше. Никак не могу понять. Или этот угол надо приподнять. И тот угол еще чуть-чуть приподнять, самый крайний. Что-то зигзагом идет крыша. Ладно, пускай. Самбара. 1 год на она убирала. Не буду подниматься, там у меня рубероид. Лишний раз там протыкать лопатой. Ничего с ним не случится 100%. Дальше, получается, тут у нас баня. Здесь плохие толстые тоже выдержит. Чуть-чуть продавливается под ногами, уже уронится. Да, ничего не случится. Этот растает. Конечно, тоже вот жестянка, если укрыть, закрыть. И один венец надо поднять, баню. Нижний венец уже гниет. Как будто от местами прям не выдерживает. Ладно, не буду мешкать. Соберусь. Сейчас немножко... Я не устал, но мне надо подсохнуть, потому что весь сырой. Раздену, все высохнет. Где-то еще часик буду в избушке. Потом все. Соберусь и поедем. Дорога дальняя, хрен пойми. Какая может быть там дорога еще.
Вроде держит, буран-то проедет, думаю. Но лучше застраховаться. Все, крыша чистая. И здесь это тоже. Весной отсюда шифер разберу, что годный. Отсюда буду стелить на эту крышу. А это жестянкой. Так что, как будет, все будете смотреть уже весной. Здесь, смотрю, вроде ровно. А вот этот угол как будто вот на 10 сантиметров выше. Каша тоже в снегу. Бездельник не съел, думаю. Но он не съел кашу. Кашу не съел. Он Будкина, он лежит там. Тыла. Вон он, бездельник. Сухая трава. В тепле. Знаешь, сколько тепла тут. Тут, во-первых, у него будка из бревен. Вокруг снег с крыши и на крыше и по сторонам. Тула! Взгляни. Вот, хорошо. Основное все уже убрал. Одеяло оставил, там еще второе одеяло. А постельное все увезу домой на стирку. Еще попью чай, кружку. И все. Тут уже все потихоньку собираю. Ребят, так потеплело на улице. Вообще жесть. Вот это да, как лето стало. Во-первых, полный штиль здесь. Вот именно тут. Где-то гудит, там тайга. Там большие болота находятся. Может, обороты от этих пустырей берет ветер. Но все равно. Ни минуты больше мешкать не стану. Чай попью и газку поедем, пока не поздно, ребят. Сейчас по тропинке туда сходил, уже я проваливаюсь. Так что вот эти бревна так оставлю. В следующий раз приеду, уже спилю. Если не получится по снегу приехать, приедем в мае. Так что это уже не так далеко. Апрель, май. Это полено тоже здесь оставлю. Здесь дров дофига. Вот, пожалуйста. Ну и там еще дрова. Так, масло не забыть. И сало вот это тоже. Потому что здесь он испортится. Увезу домой. Масло так и не съел. Это пешком, когда ходил, я масло с собой принес. Ладно, все, ребят, собираюсь и уже включусь, как будем отъезжать. Этот вообще тряпка. Вообще он сырой, блин. Порвать нахрен он нужен. Вообще уже негодный. Так, это туда. Еще сырое, блин. Давайте без подсоса попробуем. Опа. Тепло сразу релакс. Здесь оставлю. Может пригодится. Так, да ящика он будет бежать, потом возьму. Не отставай. Да.
немножко набивает, но терпимо. Терпимо, ребят. Здесь еще брать его не стану. Пускай бежит. О, набегается хорошо. Видите, что происходит? Вот этого я и боялся. Прям чувствуется вот, как буран. Нагрузка. Слабинка у бурана вот это. Такую погоду. Не знаю. Сейчас еще дальше побежит. Там ручей еще надо проскочить. Вон там. Самое хреновое. Там дальше посмотрим. Фух. Не очень приятно. Хорошо, что бураница есть. Чуть в сторону сразу набивать будет. Только по буранице. Ни шагу ни налево, ни направо. Вот так. Проскочил. Неужели проскочил? Опять. Но сломалась. Думал, нырну, блин. Это хреново. Можно где-то вон там еще было объехать. Хорошо. Так. Тулан пусть бежит пока. Защиту надо сюда. В следующий раз, ребят, на будущее защиту буду ставить. Какой-нибудь. Сырого снега очень до хрена заходит. Ой, бля. Набивает капец. Ладно, сейчас еще поеду вон пару километров, пускай бежит. Так. Капки потом вычищу. Лак. Фу, вот теперь буду ждать его. Километра 3, наверное, еще от собаки. Сейчас я его возьму, как придет. Спотел, ребят, как будто я пешком иду. Такое напряжение. Подождем. Тулана сейчас какие может чистить надо. Да нет, нормально вроде. Такая каша, сырой снег. И местами она сама отлетает. Вот это терпимо. Хорошо. Все хорошо. Сейчас дождусь Тулана. Посажусь его и где-то километров примерно 10 поедем и снова остановимся. Так с перекуром буду ехать. Вон он. Язык висит. Локоть. Локвалы. Возьму я тебя. Ловко. Надо подойти, царевичу. Пошли. Сейчас я его посажу вот сюда. Ну-ка, где ошейник у нас? Устал? А? Да не обманывай. Тулан, нагло обманываешь. Не верю.
Если по бабам отпустить тебя, ты неделю домой не придешь. Да? И не устанешь. Рожа наглая. Рожа наглая. Вот этот комок 2 килограмма. Вот, пожалуйста. Прям комки. Каждый комок по килограмму. Надо какую-то защиту. Как ни крути. Летит очень много снега. Вот какую-то вот защиту отсюда надо. Надо что-то придумать. Если без этой отбортовки у меня есть тент. Могу я это поставить. А вот с отбортовкой уже проблема. Что-то надо думать. Олег придумает. Это 100% что-то придумает. Ну вот. Сейчас еще пусть мотор остынет. Потихоньку будем добираться. Да? Вестельник мой. Фу. Так, ну все. Поехали. Почувствовали мощь бурана? Такой подъем. И, блин, с места вот так сразу поднялся. После нас кто-то напрямую, наверное, оттуда приехал тоже. По нас вон там. Сейчас тулана я буду брать с собой уже все. Ящик. Везде уже вода, скоро кряквы прилетят. Везде все открыто. Тула, далеко не уходи. Ну и буду, наверное, заканчивать. Больше не включусь. Как сказать.
Если топлива не хватит, включусь. Если хватит, доберемся до дома. Тут уже ничего интересного не осталось. И сегодня, между прочим, ни одной птицы не увидел по пути. Когда поднимался, глухаря видел, сегодня никого. Туда, лох! Куда ушел? Сходил в туалет, все хорошо с ним. Лох! Надо его поймать. Лох валтачи. Лох вале. Лох, лох, лох. Лох вале. Тула. Лох эн вон. Что ты делаешь? Пошли. Как лана тоже лег. А? Балдеешь. Ласки не хватает, что ли, тебе? Все, мыла собак. Пошли. Хватит нежиться. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Надо все это убрать оттуда еще. Кай. Кай. Все, на месте. Короче говоря, ребят, ждите новые походы, новые рыбалки и весеннюю охоту. Все как будет, буду снимать для вас. Спасибо, что вы подписываетесь, поддерживаете канал. Ну, а я дальше буду вам снимать. Ждите весенний ремонт второй избы. Продолжение следует. А на сегодня все. Всем пока. Немножко подостынет двигатель, и мы дальше поедем. С туланом. Как без него? Если будут заморозки, ребят, будет еще поход по этому снегу. Так что следите за обновлениями. Пока. Скажи пока, Тулан. Тулан. Скажи пока. Зрителям скажи пока. Такой штиль, погода. Проскочил чьи-то следы. Олени, что ли, тут прошли? Так, раз, два, три. Штук 4 оленей прошли. Вон они. Да, 4 оленя. Заглохнет. Так, раз, два, три, 4. Вроде 4 штуки. Олени. Держит снег их. Да, ладно. Заглохнет все.